9 утра. В коридорах третьей поликлиники Зеленодольска не протолкнуться. Именно в это время зайти в кабинет сложнее всего. Я где-то подошла к 7:30. И вот простояла, и вот только сейчас к терапевту. К обеду, может быть, попаду. Вот этот кабинет, наверное, может, человек 20, может, буду 15. Не знала, что такое. Вот я пришла, я даже удивилась, что такое, так много народу. В поликлинике прикреплено 35 тысяч человек. Специалисты отмечают, наплыв больных с каждым днем возрастает в геометрической прогрессии, а потому и коридоры превращаются в залы ожидания. Ажиотаж связан с приходом нового штамма «Омикрон». На помощь медикам здесь уже направили студентов. Ординаторы, они также работают по графику, то есть кто-то из них на прививках, кто-то в фильтре в какой-то день, кто-то на чистом приеме. Чистые красные приемы. Так в поликлиниках заводят новые понятия. Омикрон, выдающий себя за обычную простуду, быстро передается от человека к человеку. Инфекция бьет и по медикам, многие на больничном. Например, в 20-й поликлинике Казани лист нетрудоспособности у каждого третьего врача. Медучреждение одно из самых крупных. Они обслуживают 110 тысяч горожан. В конце недели принято решение. На борьбу с ковид переходят даже узкие специалисты. Обучение у наших специалистов есть у всех по ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И также мы увеличили время работы поликлиники. Выездные бригады уже в 7 часов выезжают и ездят до 23 часов. При этом плановую помощь никто не отменял. Работу в этой поликлинике выстроили так, чтобы исключить риск заражения в стенах учреждения. Организовали 2 потока пациентов, они не пересекаются. А это кадры филиала 20-й поликлиники на Ломжинской. Видно, что очереди в учреждение начинаются с улицы. Как стало известно, чтобы разгрузить поток людей, здесь расширили фильтр с 3 кабинетов до 5, а количество врачей на приеме до 9. В 16-й поликлинике, чтобы оформить больничный лист, нужно обойти 4 кабинета, говорят пациенты. Сначала взять медкарту и направление на экспресс и ПЦР-тесты, потом выстоять новую очередь и сдать мазок. С первичным результатом дойти до терапевта и получить лечение или направление на анализы. И только после этого забрать больничный. Это уже 4-я очередь. Как намерены разрешить ситуацию в 16-й поликлинике, комментировать не стали. Нагрузка на первичное звено за 3-ю декаду января увеличилась более чем в 5 раз, как и прирост заболеваемости. У каждого 3-го ковид-пациента омикрон. Сегодня в поликлинике Казани приходят до 700 пациентов ежедневно, столько же обслуживаются на дому. Много нареканий со стороны населения, мы прекрасно это видим и понимаем. Тем не менее, наша система здравоохранения делает все, что в силах. Система, увеличиваем количество бригад, увеличиваем продолжительность работы первичного звена. Некоторые поликлиники заканчивают свои вызовы на дом и в 12 часу ночи, стараясь обойти всех, от кого этот вызов поступает. Привлекаются ординаторы. В Татарстане на помощь врачам первичного звена привлекли уже 700 ординаторов. Студенты-медики идут на подмогу по всей стране. В Башкирии для борьбы с омикроном мобилизованы 1500 молодых специалистов. Из-за стремительного распространения штамма поликлиники здесь тоже перешли на 14-часовой рабочий график. Временно приостановлена диспансеризация и профилактические медосмотры. На территории всей республики увеличен режим работы поликлинического звена. Сейчас оно составляет с 7:30 до 22 часов вечера. Это работают именно красные зоны, где прием ведут с пациентами с ОРВИ и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Привитым или переболевшим в течение полугода при положительном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов в Минздраве рекомендуют открыть больничный лист по телефону в своей поликлинике. Если у вас появились симптомы ОРВИ и поднялась температура, можно обращаться в службу 122. В случае резкого ухудшения состояния вызвать скорую помощь. Рамиль Галюлин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.